В ночной тишине старого амбара щелчок пистолетного затвора прозвучал оглушительно громко, а я стоял, сжимая в руке старую аудиокассету. Хрупкую нить, на которой висела жизнь моей семьи. Именно в этот миг, глядя в холодные глаза убийцы моего отца, я понял, что пути назад больше нет. Но чтобы вы поняли, как я, обычный воронежский дальнобойщик, оказался в этом амбаре на краю света, нужно вернуться на 4 месяца назад. В тот самый день, когда моя привычная жизнь, накатанная, как старая колея на грунтовке, рассыпалась в пыль. Меня зовут Иван Петров. Мне 41 год, и почти 20 из них я провел за баранкой. Дорога. Это все, что я по-настоящему знал. Запах солярки, смешанный с ароматом дешевого кофе из термоса, гул мотора, который убаюкивает лучше любой колыбельной, сменяющие друг друга пейзажи за окном. Для кого-то это адская рутина, а для меня — жизнь. Простая, понятная, мужская. Я крутил баранку не ради романтики, конечно. Я делал это ради Светы, моей жены, и ради наших детей, 15-летнего Данилки и 12-летней Машуни. Ради того, чтобы у них было то, чего не было у меня. Стабильность, уверенность, будущее. И 15 лет подряд мне казалось, что я им это даю. Все эти годы я работал в одной и той же конторе. «Автотранс Юг». Не бог весть какая компания, но своя, родная. Мы все друг друга знали, вместе отмечали праздники, ругали начальство и чинили свои старенькие КАМАЗы. Я был уверен, что так будет до самой пенсии. Тот вторник начинался как обычно. Жара стояла такая, что плавился асфальт. Я вернулся из рейса в Белгород, сдал путевые листы и уже собирался домой, когда наш начальник базы, вечно хмурый Михалыч, велел всем собраться в актовом зале. «Директор будет. Объявление важное», — буркнул он, не глядя в глаза. Мы переглянулись. Важные объявления от директора Виктора Сергеевича обычно означали одно — премию урежут. Но то, что мы услышали, было хуже любого урезания. Виктор Сергеевич — полный, лоснящийся мужчина, который всегда говорил с нами так, будто делал великое одолжение, на этот раз выглядел бледным и взъерошенным. Он мялся, кашлял, а потом выдавил из себя несколько слов, которые прозвучали как приговор. В общем, мужики, все. Фирма, банкрот. Воздух в зале будто застыл. Десятки здоровых, обветренных мужиков молчали, не в силах поверить. «Как банкрот?» Первым очнулся седой Коля-дизелист. «Мы же работаем, заказы есть». «Долги», — махнул рукой директор. «Кредиты, выплаты. Вы меня не спрашивайте, я сам в шоке. С завтрашнего дня база опечатана, все свободны». «А зарплата?» — раздался крик из зала. «Нам за 2 месяца не платили. И расчетные?» — подхватили другие. Лицо Виктора Сергеевича исказилось. «Денег нет», — прошепел он. «На счетах 0. Ищите меня, не ищите. Бесполезно». С этими словами он развернулся и быстро вышел через заднюю дверь, оставив нас в гулкой, звенящей тишине. А на следующий день мы узнали, что он исчез. Просто испарился вместе со своей семьей и, как выяснилось, со всеми деньгами, которые еще оставались в компании. Домой я шел как в тумане, ноги несли сами. В голове билась одна мысль. Как я скажу Свете? Наш скромный бюджет был расписан до копейки. Ипотека за нашу двушку в спальном районе, кружки для Маши, запчасти для старенькой Лады. Моя зарплата была единственным стержнем, на котором все это держалось. И вот этот стержень выбили. Неделю я провалялся на диване, тупо глядя в потолок. Обзванивал другие конторы. Везде либо мест нет, либо предлагают такие копейки, что на солярку не хватит. Света, моя умница, не упрекнула ни словом. Только подходила
Гладила по голове и говорила: «Прорвемся, Вань». Не в первый раз. А я видел в ее глазах ту же тревогу, что грызла меня изнутри. Через неделю я все-таки заставил себя поехать на базу. Нужно было забрать из шкафчика кое-какие инструменты, да и просто попрощаться с местом, где прошла половина жизни. У ворот уже висел амбарный замок. Охраны не было. Территория, еще недавно гудевшая от рева моторов и мужских голосов, выглядела заброшенной и мертвой. У дальнего забора под старым тополем на корточках сидел Степаныч, наш старый механик, и курил самокрутку. Степанычу было под 70. Худой, жилистый, с лицом, похожим на печеное яблоко, он был местной легендой. Говорили, он мог с закрытыми глазами перебрать любой дизель. Он был из тех стариков, в чьих глазах светилась не старческая немощь, а вековая мудрость. «Пришел на пепелище поглядеть, Иван?» — хрипло спросил он, не оборачиваясь. «Да вот, Степаныча». Я присел рядом. Думал, может, забрать чего. Все уже растащили. Он затянулся едким дымом. А завтра самое интересное начнется. Распродажа. Конкурсный управляющий приедет, будет остатки с молотка пускать. За копейки. И что нам с того? Денег нет даже на еду, не то что на запчасти. Степаныч хитро прищурился. А ты не на запчасти смотри. Ты на большое смотри. Он кивнул в сторону самого дальнего ангара, где годами гнил всякий хлам. Оттуда выглядывал угол ржавой кабины старого КамАЗа. 5320, сказал я, узнав модель. Он же мертвый? Еще до моего прихода сюда стоял. Говорят, проклятый, хозяин его прямо в кабине помер. Врут, отрезал Степаныч. Не проклятый он, просто обиженный. А хозяин его, Виктор, мужик хороший мой был. Сердце у него прихватило, бывает. А машина живая. Я за ней приглядывал помаленьку. Там движок, миллионник. Таких сейчас не делают. На следующий день я все-таки пришел на эту распродажу, просто из любопытства. Суетливый мужичок в очках выкрикивал лоты. Стеллажи, верстаки, остатки резины. Бывшие коллеги хватали все за бесценок. Наконец очередь дошла до техники. Более-менее живые машины ушли быстро. И вот наступила тишина. Ну и... Управляющий брезгливо поморщился. Вот это транспортное средство. КамАЗ, модель 5320. Документы есть. Начальная цена... Да какая тут цена? Кто сколько даст? Молчание. Мужики посмеивались. Этот КамАЗ был местным пугалом. Краска облезла, колеса вросли в землю, кузов прогнил. И тут я, сам не зная почему, шагнул вперед. В кармане лежала последняя 500-рублевая бумажка. Заначка от Светы на сигареты. 500 рублей!» — голос прозвучал глухо и чуждо. По толпе прошел смешок. Управляющий посмотрел на меня, как на идиота. «Вы серьезно?» «Абсолютно». Я вытащил мятую купюру. 500 рублей раз, 500 рублей два. Продано. Он с облегчением ударил молотком по столу. «Забирайте свой металлолом!» Когда я шел к ржавому монстру с документами в руках, я чувствовал себя последним дураком на планете. За спиной шептались. Петров с ума сошел. На что он ему? На гроб? Но когда я подошел и положил руку на теплую от солнца, шершавую дверь кабины, из-за угла вышел Степаныч. Он улыбался во весь свой беззубый рот. «Ну вот, Иван, теперь ты сам себе хозяин». «Хозяин груды железа, Степаныч. Света меня убьет». «Не убьет», — он похлопал по капоту. «У этого грузовика имя есть. Виктор его Надеждой звал. Говорил, пока она на ходу, всегда есть надежда. А теперь она твоя».
Разговор со Светой был, пожалуй, страшнее, чем встреча с разъяренным медведем в лесу. Я пришел домой, когда дети уже спали, и молча положил на кухонный стол старые потрепанные документы на грузовик. Она долго смотрела на них, потом на меня, и я видел, как в ее глазах борются неверие, гнев и малость. «Вань», — тихо сказала она, — «ты что, совсем умом тронулся? 500 рублей? Последние деньги? На эту ржавую развалину?» Я не стал спорить. Просто сел напротив и рассказал ей все. Про свое отчаяние, про пустоту на базе, про слова Степаныча о том, что у грузовика есть имя — Надежда. Света слушала молча, обхватив руками чашку с остывшим чаем. Когда я закончил, она тяжело вздохнула. Этот вздох был мне знаком. Так она вздыхала, когда Данилка приносил двойку или когда у нас ломался холодильник. Это был вздох женщины, которая в очередной раз взваливала на свои плечи половину мужской ноши. «Хорошо», — сказала она наконец. «Допустим. И что ты будешь делать со своей Надеждой, хозяин?» «Поставлю на ход», — я осмелел. «Степаныч поможет». Он сказал: «Мотор там зверь. Поменяем масло, фильтры, переберем тормоза. А деньги?» Она задала главный вопрос. «На что мы будем все это перебирать? И на что жить будем?» Я молчал. Ответ был один, и он нам обоим не нравился. У нас были сбережения. Немного, около 100 тысяч рублей. Мы откладывали их 3 года, хотели летом отвезти детей на море, первый раз в жизни. «Вань, только не это». Света прочла все по моему лицу. «Это же для детей. Свет, я все верну», — горячо зашептал я. «Вот увидишь. Поставлю ее на колеса, возьму первый же рейс, один рейс, второй, и мы все вернем. И на море съездим обязательно. Только поверь мне. Пожалуйста». Она смотрела на меня долго-долго. А потом встала, подошла и обняла. «Верю», — прошептала она мне в плечо. «Куда я от тебя денусь? Дурак ты мой». Следующие 2 недели превратились в один сплошной день, пахнущий соляркой, ржавчиной и машинным маслом. Мы со Степанычем пропадали на старой базе, куда нас пускал за бутылку сторож. Степаныч оказался прав. Под слоем грязи и ржавчины скрывался не мертвый металл, а спящий гигант. Двигатель после замены всех жидкостей и нескольких крепких слов чихнул, кашлянул черным дымом и завелся. Этот ровный, мощный, басовитый гул был самой сладкой музыкой, что я слышал в жизни. Мы потратили почти все наши сбережения. Новые тормозные колодки, шланги, фильтры, свежее масло, подлатанные шины. Я отмыл кабину, выкинул просиженное до пружин кресло и поставил другое, купленное на разборке. Света каждый день приносила нам в термосе супы и бутерброды. И с каждым днем Надежда все больше походила на настоящий грузовик, а не на памятник самой себе. Найти первый заказ было непросто. Частнику без репутации никто не хотел доверять груз. Но мне помог старый знакомый, владелец небольшой стройбазы. «Слушай, Петров, есть один рейс», — сказал он по телефону. «Надо партию кирпича в Ростов-на-Дону отвезти. Машина, которая должна была везти, сломалась. Возьмешься?» Плачу не очень, но зато сразу по факту доставки. «Возьмусь!» Я чуть не подпрыгнул от радости. «Когда выезжать?» «Прямо сейчас». В тот вечер я впервые за много недель почувствовал себя человеком. Я снова был в своей стихии. Надежда шла по трассе М4 Дон уверенно и мощно. Да, она была не такой быстрой, как современные фуры. На подъемах тяжело кряхтела, а в кабине пахло старым железом. Но это была моя машина. Я был свободен. Ответственность давила на плечи, но это была правильная, мужская ответственность. Я везу груз.
Я должен был доставить его в срок, получить деньги и доказать Свете, что она не зря в меня поверила. К полуночи я проехал почти половину пути и почувствовал, что глаза начинают слипаться. Свернул на стоянку у придорожного кафе с простым названием «Уют». Внутри было людно и шумно. Я быстро съел тарелку горячего борща, выпил обжигающий кофе и вернулся в кабину. Спать в гостинице было непозволительной роскошью. Пара часов сна в кабине и снова в путь. Я откинул сиденье, пытаясь устроиться поудобнее. Новое кресло было жестким. Ворочаясь, я засунул руку в щель между сиденьем и стенкой кабины и нащупал что-то твердое. Ни болт, ни гайка. Что-то другое. Маленький металлический рычажок, утопленный в обшивку так, что его было почти невозможно заметить. Любопытство взяло верх над усталостью. Я потянул. Раздался тихий щелчок. Сиденье, вместо того, чтобы откинуться назад, вдруг подалось вверх, как крышка шкатулки. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Под сиденьем, в специально оборудованной нише, лежал тяжелый металлический ящик, похожий на те, в которых хранят инструменты. Только этот был закрыт на 2 добротных замка. Замки, к моему удивлению, были не заперты. Дрожащими руками я откинул защелки и поднял крышку. То, что я увидел, заставило меня забыть, как дышать. Ящик был доверху набит деньгами. Аккуратные пачки 5000-ных купюр, перетянутые банковскими резинками. Под ними пачки с долларами, а еще ниже — с евро. Первой мыслью было захлопнуть крышку и бежать. Это были не просто деньги. Такое количество наличности не бывает честным. Это бандитские деньги. Или воровской общак. И я, Иван Петров, теперь сижу на этой бомбе посреди ночной трассы. Меня охватил ледяной ужас. Что, если кто-то знает про этот тайник? Что, если за грузовиком следят? Я заставил себя успокоиться. Огляделся. Вокруг была обычная жизнь дальнобойной стоянки. Кто-то спал, кто-то негромко разговаривал у соседней фуры. Ничего подозрительного. Я снова заглянул в ящик. В голове не укладывалось. Здесь было несколько миллионов, целое состояние. Можно было разом закрыть ипотеку, купить новую машину, отправить детей учиться в лучший вуз. Я запустил руку в пачки, нащупывая дно. И пальцы наткнулись на что-то плоское и твердое. Это была старая картонная папка. Я вытащил ее. Внутри лежали несколько фотографий незнакомых мне людей. Измученные лица женщин, испуганные глаза детей. Были там и карты какой-то местности, испещренные пометками и маршрутами. А на самом дне папки лежал он. Толстый, потрепанный блокнот в твердой обложке, исписанный мелким убористым почерком. Дневник. Я открыл первую страницу, еще не зная, что в этот момент моя жизнь, перевернувшись во 2-й раз за месяц, уже никогда не станет прежней. Ночной холод стоянки пробирал до костей, но я его не чувствовал. Я сидел в кабине своего старого КамАЗа, освещая страницы блокнота тусклым светом мобильного телефона, и читал чужую жизнь. С каждой перевернутой страницей мир вокруг меня менялся. А ржавый грузовик, купленный за 500 рублей, превращался в нечто гораздо большее. Я ожидал найти в дневнике циничные записи барыги или бандита. Расценки, маршруты, долги, но там было совсем другое. Первые записи, датированные началом 2000-х, были обычными заметками дальнобойщика. О дорогах, о поломках, о ценах на солярку, о тоске по дому. Виктор Лебедев, судя по всему, был таким же, как я. Простым работягой, который крутит баранку, чтобы прокормить семью. Все изменилось в 2014 году. Тон записей стал другим. Тревожным, рваным. Он много писал о рейсах на юг, в Ростовскую область, о блокпостах, о колоннах военной техники и о людях.
Сегодня на заправке под Каменском видел семью. Муж, жена, 2 детей, совсем крохи. Стоят у стареньких «Жигулей» с донецкими номерами. Глаза у женщины пустые, как будто из нее всю душу вынули. Спросил, не нужна ли помощь. Она молчит, а мужик говорит: «Брат, нам бы до Тамбова дотянуть, там родня». Сунул им 5000, все, что было в кармане. Мужик чуть не заплакал. Уехал, а у самого кошки на душе скребут. Что же это творится, Господи? Следующая запись была через неделю. Сломался под Миллерово. Пока возился с движком, подошла старушка. Попросила хлеба. Я отдал ей свой ужин. Она рассказала, что бежала из Луганска, дом разбомбили, сын погиб. Едет к сестре в Саратов, а как, сама не знает. У меня в кузове было пусто, шел на погрузку в Воронеж. Сказал ей: «Садись, мать, довезу до трассы на Саратов». Всю дорогу она молчала, только плакала тихонько. Когда высаживал, перекрестила меня и сказала: «Храни тебя Бог, сынок. Я неверующий». А от этих слов мороз по коже. И так страница за страницей. Это не было бизнесом. Это был крик души человека, который не мог оставаться в стороне. Он начал помогать. Сначала подвозил случайных попутчиков. Потом, стал специально делать крюк, чтобы забрать чьих-то стариков. Потом к нему начали обращаться через знакомых. «Виктор, там семья с ребенком-инвалидом, помоги вывести». «Виктор, нужно стариков переправить, у них ни денег, ни документов». Он не был святым. Он писал, что приходилось давать взятки на блокпостах, договариваться с мутными личностями, рисковать машиной и собственной свободой. Деньги, которые я нашел, начали появляться в дневнике позже. Сегодня перевез семью одного коммерсанта. Дом у них отжали, еле ноги унесли. Когда высадил их в Ростове, он сунул мне в руку толстую пачку долларов. Я хотел отказаться, а он сказал: «Бери, ты жизнь моей дочки спас. Считай, что это не тебе, а тем, кому ты еще поможешь». Я долго думал. Может, он прав? На эти деньги можно купить лекарства, еду, снять на пару дней квартиру для тех, у кого совсем ничего нет. Так и появился этот общак. Деньги тех, кто мог заплатить, шли на помощь тем, у кого не было ни копейки. Виктор вел строгий учет в конце блокнота. Получено $100. Потрачено 3000 рублей на бензин для Волги до Пензы, 1500 на лекарства для бабы Гали, 4000 на съемную комнату для матери с 3 детьми. Мои руки, державшие дневник, перестали дрожать. Ужас сменился чем-то другим. Шоком, уважением, стыдом за свои первые мысли. Этот человек, Виктор Лебедев, был настоящим мужиком, героем. А я сидел в его грузовике на его деньгах, которые предназначались не для роскоши, а для спасения. Последние записи были полны тревоги. Он писал, что в это дело влезли настоящие бандиты, для которых война и горе — лишь способ наживы. Он несколько раз упоминал кличку «Кобра». Кобра снова нарисовался. Сказал, что это его территория, и я должен платить ему половину. Я его послал. Сказал, что я людей вывожу, а не мешки с картошкой. Он усмехнулся. Для меня что люди, что картошка — все товар. Боюсь его. Это не человек, а змея. Решил, что пора завязывать. Слишком опасно стало. Собранные деньги нужно пустить в дело. Есть в Ростове толковый адвокат Соколов. Поможет организовать небольшой фонд помощи детям, пострадавшим от всего этого кошмара. Чтобы все было официально, чисто. Завтра еду к нему, все обсудить. Пусть эти деньги послужат добру. Это была последняя запись. Я захлопнул дневник. На Востоке уже занималась заря. Я не спал ни минуты. В голове все перевернулось. Это были не бандитские деньги. Это была касса взаимопомощи.
Последняя воля человека, который погиб, пытаясь сделать мир хоть немного лучше. И теперь эта воля, эта ответственность лежала на мне. Первым делом я позвонил Степанычу. Он взял трубку после первого гудка, будто ждал звонка. «Что, Иван, нашел?» Голос у него был спокойный, даже слишком. «Степаныч, вы знали?» Я знал, что Виктор порядочный человек был, и что машина у него с секретом. А что там конкретно? Он не говорил. Не положено. Степаныч, тут целое состояние. И дневник. Он людям помогал, беженцам. Я же тебе говорил. В голосе старика прозвучали теплые нотки. Он мужик был правильный. Что делать, ты думаешь? Не знаю, честно признался я. В дневнике он пишет про какого-то адвоката в Ростове. Соколов. Говорит, хотел фонд открыть. Думаю, надо ехать к нему. Эти деньги не мои. Вот это правильное решение, Вань. Правильное. Степаныч помолчал. Ты это... Осторожнее там. Раз Виктор погиб, значит, кому-то эти деньги поперек горла встали. Не свети ими. И никому ни слова. Понял, Степаныч? Спасибо. Давай, сынок. Жду твоего звонка. Остаток пути до Ростова я ехал как на иголках. Ящик с деньгами лежал на пассажирском сиденье, прикрытый старой телогрейкой. На каждом посту ДПС у меня холодело внутри. Мне казалось, что на лбу у меня написано «Везу миллионы». Но никто на мой старый КамАЗ даже не смотрел. В Ростове я сдал груз, получил свои честно заработанные 25 тысяч рублей и нашел адрес адвокатской конторы Соколова. Это был не блестящий офис в центре, а скромная контора на первом этаже старого дома. Сам Андрей Владимирович Соколов оказался мужчиной лет 50, с уставшими, но умными глазами. Он выслушал мой сбивчивый рассказ с вежливым недоверием. Но когда я достал из сумки и положил на стол дневник Виктора Лебедева, его лицо изменилось. Он взял блокнот с такой осторожностью, будто это была драгоценность. «Я искал этот дневник 3 года», — тихо сказал он, перелистывая страницы. «Мы были с Виктором не просто клиентами, мы были друзьями. И тогда он рассказал мне все. Что Виктор действительно планировал создать фонд. Что в день своей смерти он должен был встретиться с Соколовым, чтобы подписать последние бумаги, но он не приехал. Официальная версия — сердечный приступ. Но Соколов никогда в это не верил. «Его убили, Иван», — сказал адвокат, глядя мне прямо в глаза. «Из-за этих денег. Я пытался вести свое расследование, но уперся в стену. А потом грузовик пропал. Его списали и продали вместе с другим хламом во время банкротства компании. Я думал, деньги ушли навсегда. Я рассказал ему, как купил грузовик, как нашел тайник. «Вы поступили как исключительно порядочный человек», — сказал Соколов. «Другой на вашем месте просто исчез бы с деньгами». «Это не мои деньги», — повторил я. «Они принадлежат тем, для кого их собирали». «Мы все сделаем, как хотел Виктор», — заверил он. «Завтра же откроем банковскую ячейку, пересчитаем и положим деньги на специальный счет. Я подготовлю все документы». Я почувствовал огромное облегчение, будто с плеч свалилась гора. Все было почти кончено. Но тут Соколов задал вопрос, который снова вернул ледяной холод в мою душу. «Скажите, а кто именно посоветовал вам купить этот грузовик?» «Вы говорили, какой-то механик Степаныч», — сказал я. «Старый механик с нашей базы. Он один знал, что машина хорошая». Соколов нахмурился. Он открыл ящик стола и достал толстую папку с надписью «Дело о банкротстве ООО «Автотрансюг». Я запрашивал у конкурсного управляющего все документы.
включая полные штатные расписания и личные дела за последние 20 лет. Просто из интереса. Он быстро пролистал несколько страниц. «Иван, я боюсь вас огорчить, но в списках сотрудников «Автотранс Юга» за все это время не было ни одного механика, которого звали бы Степанычем. Ни по имени, ни по отчеству. Никого, даже отдаленно похожего по описанию. Я смотрел на него, и пол в его скромном кабинете медленно поплыл у меня из-под ног. Обратная дорога из Ростова в Воронеж превратилась в пытку. 200 тысяч километров, которые я намотал за свою жизнь по дорогам России, не подготовили меня к этому рейсу. Каждый километр трассы М4 Дон казался мне дорогой в сумасшедший дом. Мой собственный. Кто такой Степаныч? Этот вопрос стучал у меня в висках громче, чем дизель надежды. Я прокручивал в голове каждую нашу встречу, каждое его слово. Старый мудрый механик, который по-отечески направляет заблудшего работягу. Идеальная легенда. Но если его нет в списках сотрудников, то кто он? Призрак? Бред какой-то. Может, он бывший работник, которого не было в официальных бумагах? Или он просто врал? Но зачем? Зачем ему было подводить меня к этому грузовику, зная, что в нем спрятано? Он хотел, чтобы я нашел деньги? Он работает на тех, кто убил Виктора? Или против них? Голова шла кругом. Домой я приехал поздно ночью, выжатый как лимон. Света встретила меня с тревогой в глазах. Я отдал ей деньги за рейс, все до копейки. Она обрадовалась, начала строить планы, как мы закроем часть долгов. А я не мог выдавить из себя ни слова. Я смотрел на свою жену, на фотографии детей на стене и понимал, что втянул их во что-то страшное. В тот вечер я впервые не рассказал ей правду. Сказал, что просто смертельно устал. На следующий день, едва дождавшись, пока Света уйдет на работу, а дети в школу, я поехал в наш старый гараж, куда временно поставил Надежду. Я должен был найти ответы. Если в этом грузовике был один тайник, то мог быть и другой. Виктор Лебедев, судя по его дневнику, был человеком осторожным и предусмотрительным. Он не стал бы хранить все яйца в одной корзине. Я обыскивал КамАЗ содержимостью маньяка. Я снял обшивку с дверей, вытащил приборную панель, простучал каждый сантиметр пола. Ничего. Я уже был готов все бросить, когда мой взгляд упал на раму шасси. Толстый, покрытый слоями грязи и ржавчины металл. Я вспомнил старую дальнобойную хитрость. Самые надежные тайники снаружи, там, где никто не додумается искать. Я залез под грузовик с фонариком и металлической щеткой. Час я ползал по холодной земле, сдирая грязь. И я его нашел. Возле топливного бака, в поперечной балке рамы, я заметил тонкую, почти невидимую линию сварки. Это была крышка небольшой металлической ниши, замаскированная так искусно, что найти ее можно было, только зная, где искать, или будучи совершенно отчаявшимся, как я. После получаса возни с зубилом и молотком крышка поддалась. Внутри, в промасленной ветоши, лежала небольшая герметичная металлическая коробка. С тяжелым сердцем я вытащил ее и открыл. Денег там не было. Там были документы. Несколько чистых бланков паспортов, свидетельства о рождении, водительских удостоверений. Рабочий инструмент Виктора, который помогал людям начать новую жизнь с чистого листа. А на дне коробки лежала старая, пожелтевшая фотография. На ней был запечатлен молодой мужчина, лет 30, очень похожий на меня в том же возрасте. Он счастливо улыбался, держа на руках маленького мальчика лет 4 или 5. Мальчик смеялся, обнимая мужчину за шею.
На заднем плане виднелась кабина точно такого же КамАЗа, только нового, блестящего краской. Мое сердце остановилось, а потом бешено заколотилось. Я узнал этого мальчика. Эти глаза, этот вихрь на макушке. Это был я. Дрожащей рукой я перевернул фотографию. На обороте каллиграфическим почерком было выведено «Ванечка. Моя надежда. 1980 год». Мир рухнул. Воздух кончился. Я сидел на грязном полу гаража, держал в руках фотографию и не мог вздохнуть. Мои родители, которых я похоронил 5 лет назад, мои мама и папа, они не были... Я был... Чей? Этого мужчины с фотографии? Виктора Лебедева? Я не помню, как набрал номер Соколова. Помню только, что голос у меня срывался, а руки так тряслись, что я едва держал телефон. «Андрей Владимирович, я нашел еще кое-что», — прохрипел я. «Фотографию». Я описал ему снимок. На том конце провода повисла долгая, тяжелая тишина. «Иван», — наконец произнес Соколов, и голос у него был предельно серьезным. «Никуда не уходите. Никому ничего не говорите. Я буду в Воронеже завтра утром. Первым рейсом». Эта ночь была самой длинной в моей жизни. Я пришел домой, спрятал фотографию и молчал. Света чувствовала, что происходит что-то страшное. Пыталась меня разговорить, но я только мотал головой. Как я мог ей сказать то, в чем сам не был уверен? То, что могло оказаться бредом сумасшедшего? Соколов приехал на следующий день. Он не стал вызывать меня в какую-то контору, а попросил разрешения прийти к нам домой. Когда дети были в школе, он сидел на нашей маленькой кухне, пил кофе, который ему налила Света, и раскладывал на столе документы. «У меня были подозрения, Иван», — сказал он тихо, глядя на меня поверх очков. «В бумагах Виктора были странные моменты. Он регулярно делал переводы небольшой суммы на один и тот же счет. Я проверил. Этот счет принадлежал вашей приемной матери». Он пододвинул ко мне папку. Внутри лежала копия моего свидетельства о рождении. Настоящего. В графе «Отец» стояло Лебедев Виктор Николаевич. «Ваш отец, — сказал Соколов, — был совсем молодым, когда вы родились. Ваша мать умерла при родах. Он был один, без жилья, мотался по рейсам. Он не мог вырастить вас. И он принял самое тяжелое решение в своей жизни. Отдал вас на усыновление в хорошую, как ему казалось, семью. Но он никогда не терял вас из виду. Он следил за вашей жизнью издалека, помогал вашим родителям деньгами. Он знал, где вы учитесь, где работаете. Он даже видел вас несколько раз, но так и не решился подойти. Боялся разрушить вашу жизнь». Света ахнула и схватила меня за руку, а я сидел и смотрел на документы, и в голове была звенящая пустота. Вся моя жизнь, все мои воспоминания оказались не совсем моими. У меня был другой отец. Отец-герой, которого я никогда не знал, и который, возможно, погиб из-за того, что пытался спасти других. «И это еще не все», — продолжил Соколов. Он достал последний документ. Завещание. Согласно последней воле Виктора Николаевича Лебедева, все его имущество переходит к его единственному сыну, Ивану Викторовичу Петрову, то есть Лебедеву. «Какое имущество?» — прошептал я. «Этот грузовик?» «Грузовик», — кивнул адвокат. «И небольшой хутор в Ростовской области. Земля и дом. Он купил его давно, хотел перебраться туда на старости лет. По иронии судьбы он называется «Надежда», — закончил я за него. Мы молчали. Света плакала, не скрывая слез. А я чувствовал странное оцепенение. Словно смотрел кино про чужую жизнь. «Что нам теперь делать?» —
спросила Света, обращаясь к Соколову. «Я бы посоветовал вам проявить максимальную осторожность», — серьезно ответил он. «Человек, который убил Виктора, скорее всего, до сих пор ищет эти деньги. Он не знает, что они найдены. Но он мог знать о Викторе и его сыне. Ваше появление на старой базе, покупка именно этого грузовика, это могло привлечь ненужное внимание». «Мы в опасности?» — прямо спросил я. «Я не могу этого исключать. Поэтому у меня есть предложение. Уезжайте. Прямо сейчас. Собирайте детей, самые необходимые вещи и уезжайте на этот хутор. Там вас никто не знает. Это глухое, уединенное место. Вы сможете переждать, пока я здесь, в Воронеже и в Ростове, буду разбираться с делами и пытаться понять, кто стоит за убийством Виктора». В тот вечер мы со Светой сидели на кухне до рассвета. Я рассказал ей все, без утайки. Про дневник, про Кобру, про таинственного Степаныча. Она слушала, и страх в ее глазах сменялся решимостью. «Он прав», — сказала она твердо. «Мы должны уехать. Ради детей. И ради тебя. Это твое прошлое, Вань. И, похоже, твое будущее тоже». Через 2 дня, сказав соседям и в школе, что мы уезжаем к больной бабушке, мы погрузили в наш старенький «Жигуленок» и в кузов «Надежды» самый необходимый скарб. Когда Воронеж скрылся в зеркале заднего вида, я посмотрел на Свету. Она улыбнулась мне ободряюще. Данилка с Машей спали на заднем сиденье. Я вел свой старый КамАЗ на юг, в новую жизнь, в унаследованный дом, навстречу своему прошлому и неизвестному опасному будущему. Хутор «Надежда» оказался именно таким, как я его себе представлял. Несколько гектаров земли, заросших бурьяном, старый яблоневый сад и крепкий, хоть и покосившийся кирпичный дом. Рядом с домом стоял большой амбар, который идеально подходил под мастерскую. Все было запущено, чувствовались годы забвения, но в этом месте была душа. Чувствовалось, что здесь когда-то жили, любили и надеялись. На покосившемся столбе у въезда висела выцветшая деревянная табличка «Хутор Надежда». Первые недели были похожи на странный лихорадочный сон. Мы обустраивались, привыкали к тишине, нарушаемой лишь пением птиц и скрипом старых яблонь. Света отмыла и очистила дом, который под ее руками начал оживать. Дети, поначалу скучавшие по городу и друзьям, быстро нашли себе занятия, исследуя окрестности. А я все дни напролет проводил в амбаре, где поставил «Надежду». Я перебирал ее, чистил, смазывал, готовя к новой жизни. Эта работа успокаивала. В ней была логика и порядок, которых так не хватало в моей голове. Мы были отрезаны от мира, и в этом было наше спасение. Здесь, на этом забытом Богом хуторе, мы чувствовали себя в безопасности. Но я знал, что это лишь затишье перед бурей. Она разразилась тихим сентябрьским вечером. Я возился с проводкой в «Надежде». Света с детьми ушла к реке, что протекала в паре километров от хутора. В амбаре царил полумрак, пахло старым железом и землей. Я был так увлечен работой, что не услышал, как он вошел. «Ну, здравствуй, Иван!» Раздался за спиной знакомый хриплый голос. Я резко обернулся. В дверях амбара стоял Степаныч. Он выглядел точно так же, как и в Воронеже. Та же потертая кепка, та же хитрая усмешка в глазах. Но сейчас в его взгляде было что-то еще. Сочувствие и тревога. «Степаныч?» — выпрямился, сжимая в руке гаечный ключ. «Как вы меня нашли? Кто вы такой?» «Нашел, потому что знал, куда ты поедешь». Он спокойно вошел внутрь. «А кто я такой?» «Долгий разговор, Вань. Боюсь, времени у нас на него не так много». Он подошел к грузовику и провел рукой по его крылу, как будто гладил старого друга.
Мое настоящее имя — Семен. Семен Степанович. А Степанычем меня еще в армии прозвали. Мы с твоим отцом, с Витькой, с одного села. Вместе росли, вместе в армию пошли, вместе потом баранку крутили. Мы были не просто друзья, мы были братья. Но адвокат сказал, что в списках вас нет. И не могло быть, усмехнулся он. Официально я, Семен Степанович Мартынов, погиб 15 лет назад. Погиб в автокатастрофе под Самарой. Сгорел вместе с машиной. Я молча смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. Это была единственная возможность соскочить, продолжал он. Мы с Витькой влезли в очень плохие дела в начале 2000-х. Связались с Громовым, с Коброй, думали, просто будем перевозить его товар, заработаем на свои дома и соскочим. Но из его сетей так просто не уходят. Когда мы поняли, что он заставляет нас возить не просто контрабанду, а людей, как скот, мы решили уйти. Витька смог выкрутиться, а на меня Кобра повесил огромный долг и пропавший груз. Он бы меня из-под земли достал. И тогда мы с Витькой придумали это, инсценировали мою смерть. Я уехал, сменил документы, залег на дно. А Витька дал мне слово, что если со мной что-то случится, он позаботится о моей семье. А я дал ему слово, что присмотрю за его сыном, за тобой. Так это вы все это время? Прошептал я. Я знал, что Витька оставил все для тебя. Знал, что надежда — это ключ. Когда его убили, я не мог ничего сделать, Кобра бы меня сразу учуял. Я ждал, пока грузовик всплывет. И когда его выставили на аукцион, я понял, время пришло. Я должен был подвести тебя к твоему наследству. Выполнить обещание, данное брату. Я хотел спросить его о многом, но не успел. Издалека донесся рокот мощного двигателя. Он приближался. Быстро. Степаныч изменился в лице. «Он здесь», — сказал он глухо. «Узнаю звук его Гелендвагена. Нашел все-таки. Змея. Страх, который дремал во мне все эти недели, проснулся и сковал тело ледяными тисками. Света. Дети. Они же скоро вернутся. Что делать?» Мой голос сорвался. «Слушай меня внимательно, Вань». Степаныч схватил меня за плечи, его глаза горели. «Времени нет. В кабине, в старой магнитоле, там не только радио. Витька был мастером на такие штуки. Это его последний козырь. Если станет совсем плохо, используй его. А сейчас молчи и делай вид, что ничего не знаешь. Ты просто мужик, купивший старый грузовик. Понял?» Рокот затих прямо у ворот нашего хутора. Хлопнули дверцы машины. В проеме амбара появились 3 фигуры. 2 — крепкие бритоголовые парни в спортивных костюмах. А между ними — человек лет 55, подтянутый, с сединой на висках и глубоким шрамом через левую щеку. Он был одет в дорогую кожаную куртку и смотрел на мир с холодным змеиным прищуром. Это был он. Кобра. «Ну-ну, какая идиллия!» — прошипел он, обводя амбар тяжелым взглядом. Его глаза остановились на мне, потом скользнули по Степанычу. «А это что за встреча старых друзей? Лебедевский щенок и...» — он прищурился. «И призрак с того света. Мартынов. Я смотрю, могилы нынче неглубокие копают». Степаныч молча шагнул вперед, заслоняя меня собой. «Что тебе нужно, Громов? Убирайся с этой земли». «Ошибаешься, старик», — усмехнулся Кобра. «Это моя земля. И грузовик этот мой. И все, что в нем было, тоже мое. Ваш дружок Витька меня кинул. Ограбил.
Я много лет искал то, что он у меня украл. И вот, следы привели меня сюда, к его выродку. Он шагнул ко мне. Я чувствовал запах его дорогого парфюма, смешанный с угрозой. «Где деньги, щенок?» — прошипел он мне в лицо. «Твой папаша был сентиментальным дураком. Думал, сможет меня обмануть. Но он забыл, что я всегда нахожу своих должников. И всегда забираю свое. С процентами». «Я не знаю, о каких деньгах вы говорите», — выдавил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я просто купил этот грузовик на распродаже. Он был пустой». Кобра рассмеялся. Коротко, зло. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Пацаны», — он кивнул своим амбалом, — «обыщите его. А потом разберите этот ржавый гроб на винтике. Мы найдем то, зачем приехали». Один из бритоголовых шагнул ко мне. Я попятился назад, упираясь в холодный бок Надежды. В голове молотом стучали слова Степаныча. «В старой магнитоле последний козырь». Я понимал, что у меня есть всего несколько секунд, пока они не добрались до меня и до кабины. Несколько секунд, чтобы что-то предпринять. Или умереть. Бритоголовый амбал двигался на меня медленно, с хищной ухмылкой, предвкушая легкую расправу. Мир сузился до размеров старого амбара, до скрипа его ботинок по бетонному полу. Я спиной чувствовал холодный металл надежды. Мой единственный союзник. Мой последний рубеж. В тот миг, когда Громила уже протянул руку, чтобы схватить меня, Степаныч сделал то, чего никто не ожидал. Он, худой и жилистый старик, с криком дикой ярости бросился на второго бандита, который стоял ближе к выходу. Это было самоубийство. Но это дало мне один единственный шанс, один удар сердца. Пока Кобра и его люди на мгновение отвлеклись на старого механика, я рванул на себя тяжелую дверь кабины и ввалился внутрь. Громила опомнился, попытался схватить меня, но я успел захлопнуть дверь. Он зарычал от злости и начал дергать за ручку. Старый металл стонал, но держался. Пальцы мои, одеревеневшие от страха, шарили по приборной панели. Вот она. Старая кассетная магнитола «Весна». Где? Где эта кнопка? Наконец, под регулятором громкости я нащупал крошечный, почти незаметный выступ. Я нажал. С тихим щелчком передняя панель магнитолы откинулась, открыв не лентопротяжный механизм, а маленькую нишу. Внутри лежала обычная аудиокассета. МК-60. Я выхватил ее в тот самый момент, когда бритоголовый, отчаявшись открыть дверь, ударил кулаком в боковое стекло. Посыпались осколки. «А ну, вылезай, крыса!» — взревел он. Я выскочил из кабины с другой стороны, прижимая кассету к груди. Кобра уже отшвырнул Степаныча в сторону. Старик лежал на полу, тяжело дыша. Все трое смотрели на меня. «И что это у нас?» — лениво протянул Кобра, увидев кассету у меня в руке. «Решил нам перед смертью музычку поставить. Высоцкого». Он и его люди засмеялись, и эта их самоуверенность придала мне сил. Я вспомнил записи в дневнике, имена, даты. Я должен был блефовать. Поставить на кон все. Я сделал шаг вперед, поднял кассету так, чтобы он ее видел. «Здесь не Высоцкий, Громов», — сказал я, и мой голос, к собственному удивлению, прозвучал твердо и холодно. «Здесь ваш голос, ваш разговор с полковником Суровым из погранслужбы от 7 мая прошлого года, где вы обсуждаете, как решить проблему с моим отцом и как зачистить семью свидетелей под Таганрогом». Лицо Кобры окаменело. Улыбка сползла с него, как змеиная кожа. Он знал. Он точно знал,
о каком разговоре идет речь. «Ты врешь, щенок», — прошипел он, но в глазах его я увидел страх. «Можете проверить». Я шагнул к магнитоле. «Но только учтите, копии этой записи уже лежат в банковской ячейке у моего адвоката в Ростове. И еще одна. У очень серьезных людей в Москве. Если со мной, моей семьей, или со Степанычем что-нибудь случится, эта пленка завтра же зазвучит в кабинете у генерала из Следственного комитета. И тогда полковник Суров, чтобы спасти свою шкуру, сдаст вас со всеми потрохами». Это была наглая, отчаянная ложь. Не было никаких копий. Но Кобра этого не знал. Он стоял, впившись в меня взглядом, и я видел, как в его мозгу лихорадочно работают шестеренки. Он взвешивал риски. «Отдай кассету», — сказал он тихо, протягивая руку. «Только в обмен на нашу жизнь», — ответил я. «Вы уезжаете и забываете дорогу сюда. Навсегда». «Ты думаешь, ты можешь ставить мне условия?» — прорычал он. «А у вас есть выбор». В этот самый напряженный момент тишину хутора разорвал пронзительный вой сирен. Он приближался, нарастая с каждой секундой. Сначала один, потом второй. Сине-красные всполохи заплясали на стенах амбара. Кобра обернулся, и на его лице отразилось звериное бешенство. Он понял, что попал в ловушку. «Ты вызвал ментов?» — заорал он. «Я же говорил», — спокойно ответил я. «У меня серьезные люди. Все произошло молниеносно». Кобра рванулся было к выходу, но дорогу ему преградили темные фигуры в касках и бронежилетах, бойцы с ОБРА. Его бритоголовые быки даже не попытались рыпнуться. Их лица выражали тупое изумление. Через несколько секунд все трое лежали на полу, лицом вниз, с заломленными за спину руками. Когда Кобру поднимали с земли, он посмотрел на меня. В его глазах не было страха, только чистая, ледяная ненависть. «Это не конец, Петров», — прохрипел он, пока его вели к машине. «Я тут тебя и из тюрьмы достану. Тебя и весь твой выводок». Я ничего не ответил. Я просто смотрел, как его сажают в автозак. Из-за спин бойцов вышел Соколов. Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Я же обещал, что буду присматривать», — сказал он. «Когда вы перестали отвечать на звонки, я поднял тревогу. Хорошо, что я заранее договорился с местным начальством». В этот момент из-за дома выбежали Света и дети. Они увидели людей в форме, разбитое стекло КамАЗа, и замерли в ужасе. Я шагнул им навстречу, подхватил на руки Машу, прижал к себе Данилку и крепко обнял жену. «Все кончилось», — прошептал я. «Теперь все будет хорошо». Эпилог. Наследие. Прошел год. За это время мир снова стал на свои места, только теперь это был уже другой, наш мир. Угрозы Кобры оказались пустым звуком. Кассета, тот самый последний козырь моего отца, стала главным козырем следствия. Полковник Суров, поняв, что тонет, сдал Громова и всю его сеть. Суд был закрытым. Кобра получил пожизненное. Хутор «Надежда» преобразился. Мы починили дом, разбили огород, завели кур и 2 коз. Яблоневый сад, который мы расчистили осенью, дал первый урожай. Но главным местом оставался амбар. С помощью Степаныча, который теперь стал частью нашей семьи, настоящим дедом для моих детей, я превратил его в полноценную мастерскую. И в центре этой мастерской, как памятник, стояла она. Моя надежда. Я полностью ее отреставрировал. Перебрал каждый винтик, зачистил всю ржавчину и выкрасил в тот самый родной синий цвет, какой она была много лет назад. Она выглядела так, словно только что сошла с конвейера. Деньги, которые оставил отец,
До копейки ушли туда, куда он и хотел. Фонд «Дорога домой», учрежденный Соколовым, начал свою работу, помогая детям, пострадавшим от военных конфликтов. Однажды к нам на хутор приехала пожилая женщина. Она узнала от Соколова, что сын Виктора Лебедева продолжает жить на его земле. «Твой отец спас моего внука», — сказала она, и по ее морщинистым щекам текли слезы. Вывез его почти с линии огня, когда того ранило. Он не взял с нас ни копейки, еще и на лекарства свои оставил. Сказал только: «Добро всегда возвращается, мать». И таких историй за этот год я услышал десятки. Ко мне приезжали люди, которым отец когда-то помог. Они привозили фотографии, рассказывали о нем, и я по кусочкам собирал образ человека, которого никогда не знал, но которым гордился так, как никем на свете. Я не стал просто механиком. Вместе со Степанычем мы начали делать то, что не успел закончить мой отец. Наша мастерская стала базой для гуманитарных перевозок фонда. Мы восстанавливали старые грузовики, которые нам жертвовали, и развозили на них помощь в самые дальние уголки, куда не добирались большие организации. Данилка, которому исполнилось 16, пропадал с нами в мастерской целыми днями, и я видел, как в его руках оживает железо, так же, как когда-то в моих и в руках его деда. Сегодня тихий летний вечер. Мы сидим на веранде нашего дома. Я, Света и Степаныч. Дети затеяли какую-то возню в саду. Солнце садится за горизонт, окрашивая небо в золотые и багровые тона. Рядом с амбаром стоят два грузовика. Моя сияющая «Надежда» и еще один старенький ЗИЛ, который мы недавно восстановили и назвали «Вера». Света кладет голову мне на плечо. «Ты счастлив, Вань?» — тихо спрашивает она. Я смотрю на свой дом, на свою семью, на старика, который стал мне вторым отцом, на грузовики, ждущие нового рейса, чтобы привезти кому-то помощь. «Да», — отвечаю я, и это самая чистая правда в моей жизни. Я дома. Год назад я был раздавленным безработным мужиком, который в отчаянии потратил последние 500 рублей на ржавый металлолом. Я думал, что покупаю старый грузовик. А оказалось, что я купил себе прошлое, настоящее и будущее. Я нашел отца, обрел брата и построил дом. Все это дала мне она, моя Надежда.